600 тысяч рублей собирают в Башкортостане на спасательную операцию кужановских лиственниц, которые вандалы повредили прошлой осенью в Абзелиловском районе республики. О приеме средств объявило региональное отделение Русского географического общества. Ситуацию обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами Василий Мартыненко, директор Уфимского института биологии Российской академии наук, доктор биологических наук. Василий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасательная операция вот-вот уже начнется на этой неделе, да? Что планируется сделать, для чего необходимы деньги? Ну, вы все знаете, что осенью прошлого года вандалы подпилили бензопилой 11 уникальных кужановских лиственниц. Это памятник природы. И подпилили они их на 70-80%. То есть фактически оставили деревья на медленную погибель. Что двигало этими людьми, мне понять невозможно. Это какое-то вопиющее вообще преступление. Непонятно, кому помешали эти лиственницы. Сейчас, вернее осенью, уже были проведены ряд работ учеными, активистами для того, чтобы закрепить эти деревья, чтобы их ветрами не свалило. И слава богу, что за зиму ни одно дерево не упало. Вот. Но сейчас весна, начинается сокодвижение, и мы должны приложить все силы, чтобы спасти эти лиственницы. Хотя, конечно, шансов спасти очень мало, но тем не менее сидеть без дела и ничего не делать мы тоже не можем. Мы все-таки приложим все силы, чтобы их спасти. Василий Борисович, 600 тысяч рублей. Почему именно такая сумма? Как планируете тратить? Ну, на самом деле я не изучал эту смету. Эту смету составили активисты там на месте. Но понятно, что ученые и волонтеры, они будут работать бесплатно. Но вы же понимаете, что ученых и волонтеров надо, во-первых, туда доставить. Во-вторых, их нужно кормить. Ну, потому что они там будут не один день работать. Вот. Более того, там запланирован ряд мероприятий вообще не на одну неделю, а эти мероприятия они вообще на год рассчитаны. Значит, сейчас, и поэтому вот в Минэкологии рабочей группой был разработан как бы план действий, короткий план и длительный план, да? Ну так образно говоря. Короткий — это вот на ближайшие недели, которые вот сейчас начинается сокодвижение, вегетация. И вот самое необходимое предпринять меры должны сейчас. Что там будет предпринято? Значит, во-первых, будет эксперимент по пересадке живых тканей от донорских лиственниц, других лиственниц, вот этим лиственницам. Это на самом деле уникальный эксперимент, поскольку мы знаем, в науке известны удачные примеры пересадки тканей на молодые растения. А вот чтобы пересадить на такие растения, такого возраста, которым больше 100 лет, вот это эксперимент, наверное, впервые. По крайней мере, мы не знаем о таких результатах из научной литературы. Но, тем не менее, вот мы попытаемся это сделать. Это первое. Дальше, значит, необходима обработка этих лиственниц. В первую очередь от лиственничной моли, которая поражает семена лиственниц. На самом деле, всхожесть, ну, каждое дерево лиственницы, оно дает огромное, миллионы семян в год. Но прорастаемость их очень низкая. Почему? Потому что многие семена повреждены. И вот даже местный житель Зуфар сказал, что из 100 семян одно семечко взошло всего. Вот. Это говорит о том, что какой процент выживает этих семян. Чтобы получить семенной материал от этих лиственниц осенью, необходима обработка. Обработка специальными препаратами, чтобы убить эту моль. Тогда мы получим нормальные семена. Поскольку, ну, вы знаете, когда дерево умирает, оно всегда дает колоссальный урожай. Ну, это генетически заложено. Вот яблоня, например, умирает, она дает очень много яблок. Значит, лиственницы тоже, они сейчас в критическом состоянии, и
мы думаем, что часть ветвей все равно будут живы, и они дадут семена. То есть наша задача собрать еще семена, да? Если не получится, все-таки сохранить эти лиственницы. Дальше. Семена будут собраны не только с этих 11 лиственниц. Есть несколько лиственниц за пределами памятника. Они разбросаны как единичные деревья в радиусе там, до 100 километров. И их тоже нужно обработать, чтобы от них получить семена. Сами понимаете, надо туда доехать, бензин нужен, надо, значит, эти препараты, нужна вышка, с которой будет обработка проводиться там и так далее. Следующее мероприятие – это обрезка части кроны, чтобы снизить нагрузку на крону и увеличить подкормку корневую. То есть будут тоже, опять же, удобрения применены, а обрезку кроны будет производить специализированная организация, которая, в которой есть специалисты, которые умеют это правильно делать. Они бесплатно работать не будут. И для этого еще нужна работа вышки, автовышки, которую бесплатно тоже никто не дает. Бензин, другие расходные материалы, удобрения и так далее. Вот все это было подсчитано и примерно вылилось вот в эту сумму, предварительно вот эта сумма озвучена. Но я повторяю, что я сам лично эту смету, я ее посмотрел, но я не вникал, я не экономист, не специалист. Как вы оцениваете сотрудничество Минэкологии по восстановлению куржановских лиственниц? И вообще с другими ведомствами? Ну, сейчас Минэкологии прилагает тоже все силы. Во-первых, самое главное, что они организовали эту рабочую группу с участием и вашей прокуратуры природоохранной, чтобы потом не было никаких вопросов, потому что, я повторяю, это эксперимент. Удастся нам спасти их или нет, это большой вопрос. И потом нас прокуратура, естественно, не должна будет обвинять, если что-то не удастся. Мы приложим все силы. И прокуратура вчера на совещании присутствовала, они сказали, да, мы понимаем эту ситуацию. А в чем уникальность этих куржановских лиственниц? Что касается, сейчас я давайте расскажу, что касается участия финансового Минэкологии, мы этот вопрос пытались проработать, почему мы и собираем деньги. Я лично прорабатывал этот вопрос с министром, с замами, с финансистами ихними. Ну, на сегодняшний день, вы понимаете, мы живем в том правовом поле, которое есть, которое законодательством установлено. Есть госзадание, и любое бюджетное учреждение, к сожалению, сейчас так сделано, что никаких финансовых маневров оно не может сделать вне этого госзадания. Иначе придет КРУ, иначе КСП придет, и вас привлекут за нецелевое расходование средств. И министр бы рад бы дать деньги, но он, посмотрели, не получается в рамках госзадания выделить какие-то средства. Поэтому и нужна помощь общественности. Нужна помощь общественности, потому что ждать мы не можем. Да, мы собираемся обратиться к главе республики за какой-то финансовой поддержкой, но когда это будет? И эти деньги, возможно, пойдут только, если их выделят, то как раз на посадку семян, выращивание сеянцев вот подобных лиственниц. И вот здесь, Василий Борисович, нужно напомнить уникальность этих куржановских лиственниц. В чем она? Уникальность этих куржановских лиственниц в том, что это мутированная форма лиственницы. В чем она заключается? Она заключается в том, что у обычной лиственницы в верхушечной почке одна меристема роста, и она дает один побег, который вверх растет. А у этих мутантов, даже можно сказать, это генетические уроды, да, но они очень красивые. Вот. У них 2, 3, даже 4 меристемы роста в одной почке. И получается, она дает несколько побегов, и нету одного доминирующего побега. Они в разные стороны растут, и в результате такая густо-ветвистая форма формируется. И она имеет поэтому вот такую вот, как вы видите, шаровидную или кубообразную форму кроны, очень красивую. Такие мутации у хвойных встречаются. Очень редко, но встречаются. И чаще они встречаются у сосны. А вот у лиственницы это очень редко такое бывает. И поэтому их на сегодняшний день на Южном Урале менее 20 штук.
А если быть точным, то это, наверное, 15-17 штук. 11 из которых в И Башкортостане. 11, да, нет, они все на территории Башкортостана, 11 из которых как раз были сосредоточены не просто в Абзелиловском районе, а вот именно вот в этой точке, в 3 километрах от деревни Кужаново. То есть какое-то прародительское дерево давно дало урожай, в семенах которых была закреплена эта мутация. И вот они, значит, выросли, эти деревья. Семена хвойных пород, благодаря вот этой парусу, они могут разноситься на десятки и сотни километров. Вот поэтому получилось так, что около Кужанова вот эти 11 лиственниц выросли, а остальные где-то вот они там в радиусе до 100 километров. Остальные. Василий Борисович, очень мало времени, буквально минута остается. Вот смотрите, два варианта возможно. Не спасли кужановские лиственницы, спасли. Вот как вы считаете, вот что вы будете чувствовать по первому варианту, по второму, если коротко? При любом варианте мы собираемся все-таки взять семенной материал. Более того, еще будут взяты черенки, и мы приложим все силы, чтобы черенковать, и либо семенами попробовать размножить эту форму. Шансы по спасению как оцениваете? Сколько процентов? Трудно сказать. Ну, 50% есть? 50 на 50. 50 либо на 50. Приживется, либо нет. Ну, обращаемся к нашим телезрителям, чтобы помогли принять участие в спасательной я операции такого всех. уникального объекта. Спасибо большое, Василий Борисович. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был директор Уфимского института биологии Российской академии наук, доктор биологических наук Василий Мартыненко. И мы говорили о спасательной операции кужановских лиственниц. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.